Здравствуйте! Героем сегодняшнего ролика будет пирометр. Это дистанционный измеритель температуры. Для посуды, для индукционных плит есть требование, чтобы дно было гладким. Однако есть посуда, предназначенная для индукционных плит, у которых дно не гладкое. Здесь в центре есть какая-то ямочка. И по идее здесь должно нагреваться сильнее дно. Это особенно видно по моей сковородке, которую мы забыли на плите. Точнее, оставили ее и включили в еду комфортку. Она в центре сгорела, по краям все целое. У нее тоже это есть ямочка, поменьше. Выяснить надо, то есть либо посуда сама, вот эта ямочка влияет на распространение тепла по дну, или может быть индукционная плита так нагревает. Вот прибор нам этом поможет. Итак, начнем. Включаю плиту. Нагреваем сковородку. И с помощью этого прибора замерим температуру в центре и по краям. У прибора есть лазерная указка, помогающая нам определить, где мы меряем температуру. 68 пока показывает. (82). С краев 76. Но относительно равномерно. Ну, понятно, что с краев немножко меньше температура будет, так как здесь у края стенки уже не нагреваются. Видимо, тепло частью уходит туда. Так, 99, 88 с этого края, 62. Так, видимо, неровно стоит. 100, 108, 68. Интересно, может быть, эта ручка влияет как-то. 86, 116, 82, 74. 80, 125, 108. Так, тут 95, 131, 106. Так, выключаем. Сейчас немножко с выключенной проверим температуру. 109, 125, 96. Есть, да, небольшие отклонения от центра по температуре. Ну как небольшие, тут уже вода кипит 125 градусов, тут 95, она еще не закипела. Ну и по пятну понятно, что центр здесь немножко греется сильнее. Вот у ручки интересно какое-то место гораздо холоднее почему-то. Она вроде высоко закреплена, непонятно, честно говоря, для меня тоже загадка осталась. Так, убираем ее, теперь проверяем кастрюлю с плоским дном. Так, давайте поставлю на эту комфортку, чтобы условия были одинаковые по соотношению сторон размеров диска и дна. Потому что сковородка чуть побольше, чем диск. И вот здесь мы поставим, чтобы такие же условия были. Так, все, включаю. Да, если вы еще не купили индукционную плиту, то вот для сковородок надо все-таки побольше, чтобы этот был диск. Если будете выбирать, смотрите, чтобы был один большой прям диск. Здесь уже нагрева нету в этой точке. Здесь нагрев уже так себе, а вот здесь уже нету никакого. То есть сковородка или кастрюля, которая выходит за края, вот эти полоски не будут нагреваться. Так, проверяем, что у нас тут. 45,
46, 50, 50, 48, 46. Ну, достаточно одинаковое, можно 1-2 градуса с учетом погрешности измерения прибора. 53, 54, 50, 52, 54, 53. Ну что, показывает, что кастрюля с гладким дном, она более равномерно нагревается, чем сковородка. Давайте проверим кастрюльку с таким дном. Так, только поставим ее на эту конфорку. Включили. Да, а если у вас уже куплена индукционная плита, то посуду, которую собираетесь покупать, то чтобы замерить это расстояние, диаметр диска, и кастрюля, чтобы была, не выходила за пределы, иначе будет вот эта вот непрогретая полоса. 77, 80, 60, 86. Выключаю. Так, начнем отсюда. 81, 82, 71, 72, 73, 76. Так, еще раз. 72, 73, 65. Ну, что-то правый край чуть меньше прогревается, хотя стоит в поле. Ну, близко все равно значение получается. Хотя здесь есть вот этот ямочка это. Но дно здесь толстое у кастрюльки. Вероятно, что все-таки толщина дна влияет на равномерное распределение тепла. И вот эта ямка, она не оказывает, можно сказать, никакого влияния. То есть дело не в гладкости дна нашей сковородки, а в том, что дно тонкое. Вот, ну, общие выводы какие получаются? У посуды лучше, чтобы было дно толстое. Желательно все-таки гладкое, но если нет, не так страшно, если дно толстое. И в размер диска. Так, и еще для тех, кто смотрел, может быть, мои ролики про дешевую мебель, хотел бы еще кое-что показать. Сейчас, одну минутку. Вот этот диван, который я снимал 8 месяцев назад, он только начал облазить. Соответственно, как и ожидалось, он весь облез. Вот такие пятна. И даже здесь, где почти никто не ходит, не сидит, даже подушки начали. Такое ощущение, что этот материал просто сам разрушается. Вот. Короче, прежде чем я собрался его перетягивать, вот, поэтому смотрите, если будете мебель какую-нибудь покупать, то узнавайте, что за материал. Бывают, оказывается, вот такие материалы, которые саморазрушающиеся. Жуть. На этом все. Пока. А, еще температуру утюга замерил с помощью этого прибора. 173 градуса на максимальной, на тройке. Ну так, для информации. Все, пока.